День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. Вопросы, на которые обязательно дадут ответы. Глава Якутии провел трехчасовую прямую линию, что интересовало жителей региона. Я вообще считаю, что для более быстрого и еще динамичного развития Якутии у нас сегодня два ограничивающих фактора. Это транспортная и энергетическая система. Республиканские силы готовы к работам по пропуску весеннего половодья. Расскажем, как в Якутии будут встречать сезон большой воды. 25 единиц техники, 7 беспилотных авиационных систем и 3 воздушных судна. В Якутск в двухнедельный отпуск прилетел герой России Николай Соболев. Военнослужащего встретили торжественная делегация и родственники. На землю Якутии он вообще заезжал последний раз, чтобы не соврать, на год 12-13. С заделом на будущее во благо подрастающих поколений. В День республики дали старт строительству сразу двух крупных объектов образования. Школа будет строиться за счет федеральных средств. Школа будет иметь исторический облик. Оглушительный успех у казахского зрителя. Оперу «Нюргун Ботур» впервые представили на зарубежной сцене в рамках Дней Якутии в Казахстане. Мне было очень интересно посмотреть вот эту версию. Это высокое искусство. Около 1400 вопросов поступило на прямую линию главы Якутии. Прямой эфир длился 3 часа. В течение этого времени от жителей региона поступили вопросы самого разного характера. На вопросы, которые не прозвучали в эфире, обязательно будут даны ответы, заверил глава Якутии жителей в своем телеграм-канале. Теперь чуть подробнее, о чем говорили. Экономика республики выросла на 24%. Как отметил руководитель региона, за первый квартал этого года показатель составил свыше 10%. Впервые Якутия вышла на второе место в стране по объемам добычи золота. Лидирующие позиции наша республика держит в сферах угледобывающей и нефтегазовой промышленности. Такие результаты позволяют влиять не только на Якутию, но и на весь Дальний Восток. Я же национальные проекты. Я вообще считаю, что для более быстрого и еще динамичного развития Якутии у нас сегодня два ограничивающих фактора. Это транспортная и энергетическая система, которые были созданы для нужд экономики Советского Союза 70-х, 80-х годов. Тогда это все работало, тогда это все было сделано правильно, правильные задачи были поставлены. Но мы уже, еще раз говорю, далеко превзошли результаты Советского Союза по всем направлениям. И, конечно, сегодня мы уже чувствуем дефицит электричества. 3 года назад мы были профицитным в части электроэнергетики. Сегодня у нас уже не хватает электричества для дальнейшего серьезного развития. По транспорту вот тот же мост через Лену, так, он всегда считался, что он только нужен для развития города Якутска. Город Якутск тогда был не очень большой, и считалось, что еще год потерпите, еще десяток потерпите. Но сегодня все уже видят, что отсутствие здесь мостового перехода мешает уже бурному развитию всего северо-востока страны. Бесплатный проезд, питание и другие льготы. Глава Якутии также озвучил новые меры поддержки многодетных семей. В частности, школьники всех классов из многодетных семей будут обеспечены бесплатным горячим питанием. К слову, сейчас бесплатным питанием по всей России обеспечены только учащиеся начальных классов. Кроме того, принято и решение о создании карты юного жителя Якутии. По ней школьники республики с 7 до 13 лет включительно смогут оплачивать культурно-досуговые мероприятия, спортивные секции, различные развивающие образовательные программы. Еще многодетные семьи Якутии планируют обеспечить бесплатным проездом на общественном транспорте. Будет реализован проект по выделению сертификатов 50 тысяч рублей детям из многодетных семей, которые оканчивают школу и идут в профколледж, для того, чтобы они могли получить среднее профессиональное образование в том колледже, которым хотят, и как раз государство им 50 тысяч рублей будет компенсировать. Это нужно для того, чтобы дети могли получить как раз дефицитные такие специальности, хорошо трудоустроиться. Тем более сейчас, знаете, востребованность рабочих высококвалифицированных, она растет с каждым днем.
Региональная программа переселения из аварийного жилья стартовала в Якутии в 2019 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. За это время в республике новое жилье получили более 40 тысяч человек. Ликвидировано 740 тысяч квадратных метров аварийных домов, введено 244 многоквартирных дома. Ну а в этом году ожидается завершение строительства еще 93. А сегодня реально эта программа работает не только здесь, в крупных городах, она работает от самых дальних наших арктических сел так, до вот наших крупных городов. Вот. И тысячи, десятки тысяч людей за эти годы получили новое жилье. 40 с лишним тысяч человек уже переехало в новые дома у нас в республике. Еще предстоит много сделать для выполнения и первого этапа, который сегодня реализуется. Ну и дальше тоже ставится задача. Сегодня по поручению президента правительства Российской Федерации готовят новые этапы программы. 7 тысяч километров ВОЛС планирует провести в арктические районы Якутии за ближайшие 3 года. Поставлена глобальная задача дойти до всех арктических районов и большинства поселков Арктики. Планируется закольцеваться с Чукоткой, с Магаданом на востоке, а на арктическом побережье уже выйти на подводный кабель, который будет идти вдоль Северного морского пути, отметил глава региона. По мнению Николаева, с точки зрения безопасности, это на порядок повысит всю связанность нашей территории. Строительство волоконно-оптической линии в арктических районах республики обойдется примерно в 10 миллиардов рублей. В Якутске планируют построить кинопавильон полного цикла. Общая площадь объекта составит более 20 тысяч квадратных метров. По уровню оснащения он будет соответствовать киностудиям Москвы и Санкт-Петербурга. По плану объект введут в 2027 году. Его построят рядом с историческим мультимедийным парком «Россия. Моя история». Напомню, поручение о строительстве в Якутске кинопавильона полного цикла дал лично президент России Владимир Путин. Объект входит в мастер-план столицы и должен дополнить экосистему креативной экономики. Кинопавильон при этом станет ядром киноиндустрии, анимации и цифрового контента. Я сам был, знаете, очень приятно удивлен, когда мне недавно сказали, что чуть ли не четверть наград, завоеванных российским кино на различных кинофестивалях международных за последние годы, это призы, которые завоевали наши якутские кинематографисты. Это величайшее достижение, это реально показатель того, что якутское кино – это уже не феномен, не случайность, как некоторые еще недавно говорили, да, это реально явление и российского, и мирового кинематографа. Корректировка бюджета, запрет курения на остановках и работа с бродячими животными. Эти и многие другие вопросы обсудили на 6-м пленарном заседании парламента Якутии в столице. Парламентарии рассмотрели 115 поправок и приняли 72 из них. Подробности знает Юрий Осипов. На 6-м пленарном заседании парламента Якутии депутаты утвердили бюджет республики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы. При уточнении бюджета республики приоритетной стала поддержка госпрограммы по развитию сельского хозяйства, в том числе для поддержки посевных и других заготовительных работ. На эти цели будет направлено 795 миллионов рублей. Общая сумма, выделяемая регионом на развитие сельского хозяйства, составит порядка 15 миллиардов рублей, и 62% из этой суммы будут перечислены в муниципальные районы Якутии. Одним из главных приоритетов при корректировке государственного бюджета было то, что мы должны дополнительно помочь государственной поддержкой по программе развития сельского хозяйства. Мы выступили с инициативой о том, что нужно порядка 800 миллионов рублей обязательно изыскать и добавить на эту программу. Обратились к Айсену Сергеевичу Илдархану, я непосредственно обратился, мы долго обсуждали, совещались и пришли к выводу, что действительно это нужно делать. Одним из спорных вопросов для обсуждения стало курение на остановках и парках культуры и отдыха. Народные депутаты приняли законопроект в первом чтении. В содержании проекта закона Якутии определены территории, подпадающие под действие запрета на курение. Это остановки общественного транспорта, а также на расстоянии менее чем 15 метров от них. Также парки, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. Тут позиции народных депутатов разделились, потому что некоторые выступают за то, чтобы мы дополнительно вводили ограничения по употреблению никотиносодержащих продуктов. И эта инициатива
у нас вызвало бурное обсуждение, потому что некоторые народные депутаты выступают, что дополнительные ограничения вводить в этом смысле не стоит. Почему? Потому что это будет очень сложно проследить на деле. Но, тем не менее, решение принято. В первом чтении мы его поддержали. Кроме этого, будет установлен порядок осуществления по обращению с животными без владельцев. В ходе 6-го очередного пленарного заседания Эльтумен в первом чтении принят законопроект о безнадзорных животных. Предлагаемый народными депутатами Якутии новый закон предусматривает порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельца на территории республики. При этом соблюдается принцип гуманности, обеспечения безопасности, прав и законных интересов жителей республики, предотвращения причинения животными без владельца вреда жизни и здоровью людей. До 22 мая народные депутаты, ориентируясь на замечания и предложения, должны внести поправки в соответствующий законопроект. В данном законопроекте статья 9 там по умышлению, в каких случаях вот это все делается. Мы полностью прописали, конечно, вопросы были по срокам содержания в приютах и в пунктах временного содержания. Ну, в рамках второго чтения этот вопрос мы, надеюсь, отработаем вот этот вопрос. В ходе обсуждения уделили внимание теме семьи и детей. Согласно новым корректировкам бюджета, 700 миллионов рублей в 2024-2025 годах будут выделены на создание инфраструктуры для многодетных семей. На программу добрых дел будет выделено 500 миллионов рублей. Братьям-казахам с любовью из земли Улан-Удэ в Казахстане завершились мероприятия в рамках Дней Якутии. Уже был презентован инвест и туристический потенциал республики. Продолжается культурная программа и спортивные мероприятия. Как оценили презентацию деловые круги принимающей страны, о каких результатах уже можно говорить с места событий, Надежда Саханская. Туристический потенциал Республики Саха-Якутия, безусловно, велик. Мы привозим в Казахстан только лучшее, причем не только ювелирные украшения. Большой популярностью пользуется стенд, связанный с продукцией, которая растет у нас в республике. Это всевозможные чаи и пищевые добавки. Если посмотрим сюда, то здесь уже что-то посерьезнее. Продукция компании «Хату-Тент». Конечно, не обходится и без того, что действительно передает силу и дух якутского народа. Это ножи, которые пользуются отдельной популярностью у мужского населения Казахстана. Отдельное внимание в рамках презентации уделили промышленным проектам региона. На территории Казахстана, конечно, гостевая сторона начинает показывать только лучшее, что имеет наш регион. И это дает возможности для новых открытий и инвестиций. То, что сегодня происходит, презентация потенциала инвестиционного, экспортного и вообще Дни Якутии, которые проходят сейчас пятидневка в Казахстане, для нас это большое значение. Ну и ко всему прочему, общие исторические корни, родственные, народам и тюркские. Действительно, не уступает в этом и Казахстан, серьезно настроенный на плодотворное сотрудничество. Так, например, уже подписан ряд документов от социально-гуманитарного до научно-технического партнерства. Поздравляем участников с подписанием соглашения. Впрочем, в кулуарах тоже говорят. Предприниматель в целом – слово само за себя говорящее. Местные умельцы здесь договариваются о сотрудничестве, пусть и не в таких больших масштабах. Семейный бизнес, изготовление якутских ножей и сувениров из бивня мамонта. Встретил вашего земляка и решили с ним скооперироваться и сделать ножи всякие. Он скажет. Клинки не делаю. Украшаю серебром, разными металлами, костяными. И встретил якутских друзей и клинки заказываю для ножей. Казахские клинки, по моим эскизам. И договорились, соглашение сегодня подписали. И начиная с малого, со схожих культурных кодов растет плодотворная совместная работа. По словам заместителя премьер-министра Республики Казахстан Серика Жумангарина, правительство готово оказать всемирную поддержку в дальнейшее развитие двусторонних отношений между нашими республиками. А это, в свою очередь, поспособствует укреплению связей между Россией и Казахстаном и общих культурных и экономических интересов государств. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Астана. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Это итоги недели, мы продолжаем. В Якутии ожидают сложный пожароопасный сезон. По прогнозам синоптиков, лето в республике будет жарким. Температурные рекорды прогнозируют во многих регионах страны. Об этом также в ходе прямой линии заявил глава Якутии Айсан Николаев. Он отметил, что идет серьезная подготовка к пожароопасному сезону. В этом году федеральные средства поступят в таком же объеме, как и в прошлом. При этом будет увеличено финансирование из республиканского бюджета. В пожароопасный сезон этого года в республике прогнозируют высокую степень горимости в лесах, а также дефицит осадков. На территории Якутии закрыли 2 ледовые переправы муниципального значения: Нюрбинский район, ледовая переправа Мирный Накын через реку Марха, Аймиконский район, ледовая переправа Уснера-Дражный через реку Индигирка. Также в Жиганском районе снижена грузоподъемность на ледовой переправе поселок Жиганский аэропорт через реку Стрекаловка до 10 тонн. Всего в республике функционируют 3 ледовые переправы. Ну а тем временем, по данным Иркутского управления по гидрометеорологии, мониторингу окружающей среды, вскрытие рек Лена и Киренга преимущественно произойдет в 3-й декаде апреля. Сейчас небольшие подвижки на Лене начались в районе Жигалова в Иркутской области. На данный момент в паводковый период организована работа временных гидрологических постов. При ухудшении обстановки в готовности резерва, это аэромобильные группировки Главного управления в количестве 100 человек, 20 единиц техники и 5 плавсредств. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вскрытие рек Лена и Киренга преимущественно произойдет в 3-й декаде апреля. Оперативные группы, работающие в акватории реки Лены в районах Иркутской области, также осуществляют мониторинг гидрологической обстановки, выполняют превентивные мероприятия. В целом ситуация находится под контролем. Поэтому мы ориентируемся на прогноз, то, что нам дает гидрометеорологи. И согласно на основании этого прогноза, то есть наши оперативные группы работают, также осуществляют контроль. Республиканские силы тем временем готовы к работам по пропуску весеннего половодья. Состоялся смотр готовности оперативных групп, которые заступят на дежурство в районах. Все они прошли обучение, получили полный комплект снаряжения и необходимой техники. Тему продолжит Александр Хавренко. По предварительным прогнозам метеорологов, реки в этом году могут вскрыться на 10 суток раньше, чем обычно. Во многих районах Якутии существуют опасные участки, где возможны заторы и затопление населенных пунктов. Для того, чтобы минимизировать ущерб от паводка и пропустить талые воды безопасно, в районах будут дежурить мобильные группы, состоящие из сотрудников МЧС и службы спасения. В готовности у нас с сегодняшнего дня было 8 межведомственных оперативных групп в составе 111 человек, 25 единиц техники, 7 беспилотных авиационных систем и 3 воздушных судна, в том числе 2 воздушных судна МЧС России Ми-8. На сегодняшний день у нас на вооружение также дополнительно поступили 2 вездехода типа «Бурлак», 1 экспедиционный, 1 с аварийно-спасательным оборудованием. Для спасателей действительно наступает горячая пора. Якутские реки непредсказуемы. Невозможно предугадать, как точно пройдет паводок. Но можно к нему подготовиться и предпринять оперативные меры. Задача одна – это безопасный пропуск паводковых вод. Если в случае какие-то нештатные ситуации в плане затопления, то эвакуация населения. Также десантная группа работает по эвакуации. У нас, как каждый год такое бывает, что охотники на острова заезжают раньше для дохода и потом просят помощи. И тогда десантная группа с вертолета эвакуирует пострадавших. На период паводка все специальные службы переведены в режим полной готовности, чтобы в случае нештатной ситуации прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Александр Хавренко, Иван Сорокаумов, Якутск. На Валданском районе продолжается санитарная очистка территории. Мероприятия по наведению порядка запланированы на 3 месяца, однако свои правила диктует погода. Как выполняются запланированные задачи, узнали наши корреспонденты. В первый день весны в Валданском районе стартовал традиционный санитарный трехмесячник. Уборка снега, вывоз мусора, расчистка дорог и водосточных канав. Задач, которые следует выполнить, немало. Между тем, в Южной Якутии саночистка, как правило, занимает более длительный период, чем запланировано. Свои правила диктует погода.
Наши климатические условия нам не позволяют проводить полноценно этот трехмесячник. Первый месяц мы, как правило, убираем снег, который в избытке подстилает территорию нашего района и не дает докопаться до мусора. Поддержание чистоты на прилегающей к предприятию территории – дело не просто добровольное, но обязательное. С тех, кто на грязь и мусор не обращает внимания, спрос особый. Если руководители не горят желанием проводить уборку, состоянием площадей заинтересуются представители контролирующих органов. Они могут быть привлечены к административной ответственности по статье 8.2 КоАП РФ. Это несанкционированные места складирования мусора и так далее. Либо по статье 6.35, часть 1 КоАП РФ. Это когда нарушаются требования к условиям хранения, содержания площадок для временного накопления отходов, ну и так далее. В последний месяц весны, когда сойдет снег и подсохнут дороги, начнутся массовые субботники. Поддержание порядка на своих территориях и трудовые коллективы и жители считают делом чести. Далее необходимо будет проводить гербицидные обработки территории, так как Алданский район признан эндемичным по клещевому энцефалиту, и территория населенных мест, в том числе места массового скопления людей, должны быть обработаны против клеща. С наступлением лета продолжится реализация программы благоустройства. Кроме того, повсеместно начнутся мероприятия по озеленению территорий. Татьяна Вахнина, Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Жителей Ленска объединила коммунальная проблема. Из-за резкого потепления и таяния снега в некоторых дворах в центре города образовались огромные лужи. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях. Так, около детской библиотеки во дворах по улице Аюнского с приходом тепла появилось целое озеро. Из-за его солидной глубины автовладельцы боятся проезжать по двору. Аналогичная ситуация образовалась и около профилактория «Кедр». С проблемой в городской администрации пообещали справиться за пару дней. На сложных участках установили насосы для откачки воды. При активной оттайке, конечно, эта откачка эффекта большого не дает, как показала вчера практика на Кедре, потому что машины Градсервиса помогали нам, и наш подрядчик выезжал, но, к сожалению, такого эффекта это не дало. Градсервис по нашей просьбе вчера установил в конце рабочего дня помпу и откачивали аж до 11 часов. И вот лужу, конечно, удалось уменьшить, эти тропы, по которым люди ходят, подсохли, но все равно лужа разделилась на две уже небольшие, от крыльца ее удалось отвести, но тем не менее проблема еще остается. Вот, по капитану мы тоже сегодня будем откачивать. В Якутске проверили ход ремонтно-строительных дорожных работ. Так были осмотрены участки дорог в Гагаринском, Строительном, Сайсарском и Октябрьском округах. Всего на сегодняшний день реконструкция ведется на 19 объектов. Подробности знает Тимур Колмогоров. На улице Макаренко в рамках капитального ремонта проходят работы по замене грунта. К работе привлечены экскаватор, бульдозер, каток и бригада из 6 человек. На сегодняшний день заменена грунтовая поверхность протяженностью более 200 метров. Сдать объект планируется в ноябре текущего года. Все говорят, здесь давно уже стоит вода. Во всех домах вот уже утопленные, там везде вода стоит. Люди с домов уже воду выбрасывают на дорогу, все, тоже проблемно там. Как раз сейчас уже весна, вот оттайка идет, все заполняет. Вот эти трудности мы все потихоньку исправляем. Реконструкция улиц Якутска возобновилась с наступлением комфортных температурных условий вместе с поставкой необходимых ресурсов. Дмитрий Садовников отметил, что при работе на объектах были учтены прошлогодние ошибки. Подрядными организациями работа организована уже с конца прошлого года. Сегодня с уст подрядных организаций работа уже начата с марта. Это расчистка снега, завоз инертных материалов. И сегодня мы видим, что действительно материалы уже есть. И заказчик это подтверждает. Надеемся, что по графику работы будут организованы и тоже надеюсь, что уложатся. Общая протяженность отремонтированных дорог составит более 35 километров. Срок завершения ремонтных работ назначен на текущий год. Кроме того, ведутся реконструкционные работы вне нацпроекта, протяженность дорог которых составляет 9 километров. По итогу, к концу 2024 года в нормативное состояние будет приведено 80% дорог столицы. Тимур Колмогоров, Джулустан Иннокентьев, Якутск.
В преддверии Дня Республики около 40 учащихся Якутска, Ленска, Алдана, Алекмы и Чурапчи получили первый важный документ в жизни – паспорт гражданина Российской Федерации. В Якутске торжественное вручение состоялось в зале смарт-библиотеки. Так паспорта получили 24 учащихся, среди которых и ученица 33-й школы Светлана Михайлова. По ее словам, получение паспорта гражданина повышает ответственность перед родителями, школой и родиной. Мне 14 лет, и я сегодня впервые получила свой первый паспорт. Я очень волновалась, когда получала его. Паспорт описывает твое удостоверение личности. То есть по нему ты можешь попасть куда-то и подтвердить, что ты именно этот человек. Когда я закончу школу, я, наверное, уйду после 9-го, либо останусь до 11-го. Тут как время пойдет. Я бы хотела поступить на ветеринара. С 19 апреля в Нерюнгринском районе начало работать местное отделение общероссийского общественного государственного движения детей и молодежи «Движение первых». О проделанной работе и ближайших планах движения узнавала наша съемочная группа. Несмотря на то, что движению первых в Нерюнгринском районе чуть больше 1 года, оно с каждым днем приобретает все большую популярность среди детей и молодежи района. Уже более 2000 юных нерюнгринцев стали его участниками, чтобы найти себе друзей, близких по убеждениям, увлечениям и интересам. Движение первых аккумулирует все направления, которые были бы интересны детям и молодежи. Ну, по сути дела, вот сейчас в движении существует 12 направлений, к которым существуют свои определенные флагманские проекты. И как раз вот я озвучивала, да, что на съезде, на встрече с главой нашего государства эта проблема, ну, она может быть такая, не проблема даже, да, а вот эта реалия была озвучена о том, что много движений, давайте создадим одно цельное, большое. Перед участниками движения первых открываются большие возможности для самореализации и успеха. Ведь участники движения действуют как одна команда, помогая друг другу в учебе, труде, поиске и раскрытии таланта каждого. Я участвую в движении первых, потому что себя можно попробовать по 12 направлениям в различных сферах. Есть конкурсы и мероприятия. В тех конкурсах, в которых я поучаствовала, я побывала в различных местах, которых бы 100% никогда бы не посетила. Проекты юнатов первых, в которые я только начинаю участвовать, и они скоро как раз-таки откроются. И у нас конкурс на лучшую первичку. Там я сейчас участвую активно. Движение первых – это сотни уникальных программ воспитания и становления личности, активного и ответственного молодежного сообщества. И большинство вступивших в движение первых открывает в себе новые таланты. Сам по себе человек я творческий. И хотелось проявить себя с более новой стороны, и движение первых помогло мне с этим. Я узнал много нового, я узнал себя с новой стороны, как ни странно. Я набрался опыта в проведении мероприятий. В движении первых каждый человек может проявить себя. Путем участия в различных конкурсах, где найдется обязательно тема, которая подойдет именно тебе. Быть первыми одновременно и легко, и трудно. Главное, что движение первых – это источник дружбы для каждого из участников. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. День Республики отмечает сегодня вся Якутия. 27 апреля – особая дата в истории. В этот день произошли сразу два знаковых события в общественной и политической жизни региона. В 1922 году была образована Якутская автономная Советская Социалистическая Республика, а ровно 70 лет спустя, в 1992 году, вступила в силу новая Конституция Республики, которая определила статус Якутии как субъекта Российской Федерации. Свой национальный праздник, День образования республики, жители Якутии впервые отметили в 1999 году. Этот день сегодня объединяет всех, кто вносит свой вклад в развитие региона.
В День республики в овальном зале Дома правительства номер 1 чествовали лучших и настоящих патриотов страны. Всех присутствующих на торжественном мероприятии поздравил лично глава региона Айсен Николаев и подчеркнул, что именно их неустанным трудом и любовью, преданностью к родине жизнь в Якутии развивается быстрыми темпами и реализуются большие проекты. Ну а далее состоялось вручение государственных наград. Сегодня я рад, что у меня коллектив выдвинул для награждения правительственной награды. Это заслуга всего коллектива. 24 года. Начинал с водителя БелАЗа, ну и так по служебной лестнице, значит, рос. Сейчас работаю механиком. Пожелание, чтобы жители трудились для своей республики, чтобы республика развивалась. Долгожданную первую сваю установили сегодня в школе номер 1 города Якутска. 4-этажное здание построят на месте демонтированного строения по проспекту Ленина. В новом объекте общей площадью в 6000 квадратных метров будут обучаться 250 школьников в смену. Наполняемость классов составит 25 человек. В новой школе будут учиться начальные классы, и кроме того в проект включено благоустройство прилегающей территории, в том числе будет создана спортивная площадка и парковочные места. Объект планируют сдать в декабре 2025 года и ввести в эксплуатацию уже в 2026 году. Это мечта коллектива, детей, родителей школы. Сегодня работа нашего главы республики, правительства республики нацелена на то, чтобы уделить особое внимание образованию республики. Всегда республика в этом плане не отставала, даже в тяжелые годы. И мы сегодня, забив сваю, это тоже большая работа, потому что школа будет строиться за счет федеральных средств. Школа будет иметь исторический облик, это тоже по заданию главы. И я уверен, что здесь объект, главное, профинансирован полностью и отыгран. И я уверен, что мы объект введем в срок. День республики стал вдвойне радостным для коллектива Высшей школы музыки. Так, сегодня также состоялась торжественная установка первой сваи нового учебного корпуса с интернатом. С этим знаменательным днем юных дарований, преподавателей, родителей поздравил глава региона. В новом объекте общей площадью в 9500 квадратных метров будут учиться 240 талантливых детей из разных уголков республики. Они будут жить в новом интернате на 150 мест. Отмечу, что сам президент Владимир Путин поддержал строительство нового корпуса и поручил ввести комплекс зданий до конца 2026 года. Ну, прежде всего, наконец-то мы будем соответствовать всем нормам в ГОСТ. Потому что по нормативам должна быть для музыкального вуза определенная звукоакустика, которую, к сожалению, в этих прекрасных домах, которые нам любимая наша республика подарила, не было возможности исполнить. И мы очень ждем это новое здание, потому что оно впервые будет построено специально для Высшей школы музыки. В Якутске накануне праздника встретили Героя России Николая Соболева. Майор вооруженных сил страны прибыл в отпуск на 2 недели. Офицер стал 6-м из якутян, получившим высшее звание страны. Как прошла встреча и что первым делом сделает герой, расскажет Вероника Таюрская. Герой России Николай Соболев – потомственный военный. Его прадедушка сражался на полях Второй мировой войны. Отец – подполковник в запасе, служивший на территории Дальневосточного федерального округа. Мама Героя России была майором медицинской службы. Уже сегодня папа Николая, Сергей Владимирович, встречал своего сына-героя, которого не видел с 2018 года. На землю Якутии он вообще заезжал последний раз, чтобы не соврать, на год 12-13. Поэтому достаточно события и вообще как бы очень ждал. Я хотел поехать в Москву, но там по награждению была чуть-чуть закрытая схема, да, и не удалось. А тут приезжает. Конечно, почти полночь не спал. Перед долгожданной встречей была видна гордость Сергея Владимировича за сына. Сам же Герой России, стоя в аэропорту, признался, что еще не до конца осознает то, что наконец вернулся в Якутск. Я еще не верю, что вернулся. Давно тут очень реально не был. В 2011 году крайний раз аж. У меня вот все так поменялось. Даже аэропорт построился, насколько я помню.
другое совсем все. Прокачусь по всему городу. Надо посмотреть, что изменилось. Ну, за 13 лет тут по-любому много чего поменялось. Надо прям посмотреть. Прям интересно очень. Столь высокое звание Николай получил за выдающиеся навыки командира. Так, в разные годы группы под его командованием успешно атаковали позиции врага, отражали натиск превосходящих сил. При необходимости майор грамотно перемещал группы, избегая потерь. Заходил он туда командиром роты. На сегодняшний момент он командир батальона. Заходил он в июне 22 года. Ну, вот за 2 года, в принципе, и рост с капитана до майора. Капитан у него был досрочный, майор у него досрочный, соответственно, 2 ордена мужества, отвага, ну и вот вершина, Герой России. Герой России отметил, что не ожидал такого теплого приема и испытывает большую ответственность за высокое звание. Сами видите, какое уже внимание идет. То есть мы уже такие непростые люди, как говорится. Нельзя ошибиться уже, все, вот уже по-другому никак. Это было непривычно, опять же, таки, как-то вот нас вот вроде наградили, и мы где-то еще, наверное, сутки-двое, наверное, думали, ну, вроде вот уже награда, а вроде и нет. Непонятно было. Николай Соболев планирует провести время с родными и друзьями. По окончании 2-недельного отпуска он вернется в зону специальной военной операции и продолжит выполнять боевые задачи. Вероника Таюрская, Георгий Григорьев, Якутск. Тем временем у школьников России новые тетради с изображением героев страны, экипажем танка «Алеша». Портреты уроженца Приморья Александра Левакова, якутян Филиппа Евсеева и Алексея Неустроева украсят сотни тысяч обложек. Идея выпустить патриотические тетради принадлежит вице-спикеру Госдумы Анне Кузнецовой. В стране уже запустили первую партию тетрадей. Подробности знает Айсена Бурнашова. На кадрах первая партия школьных тетрадей с портретами легендарного экипажа танка «Алеша». На обложке 3 героя – лейтенант Александр Леваков, ефрейторы Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Пилотный тираж в 150 тысяч экземпляров выпустила пензенская фабрика «Маяк Канц». Первыми позвонили Якутия и Приморье, которые сказали о том, что вот знаете, там наши герои, мы хотим, чтобы весь тираж был у нас. Это здорово, когда страна знает своих героев, когда дома их любят и ждут, и уважают. Почему для такого масштабного проекта, для патриотических тетрадей был выбран именно экипаж танка «Алеша»? Как раз это был период, когда танк «Алеша», это легендарный их победоносный такой поступок, не сходил буквально с уст каждого. И тут дискуссий не было, у нас не было других вариантов. Летом 23-го экипаж танка «Алеша» отразил атаку превосходящих сил противника на запорожском направлении. В одиночку дал бой колонии из 8 единиц бронетехники ВСУ. Уничтожил 2 танка и 6 бронетранспортеров. В бою за меткие снаряды отвечал наводчик-оператор Алексей Неустроев. Маневрировал танком механик-водитель Филипп Евсеев. Руководил огнем лейтенант Александр Леваков. За слаженную работу и совершенный подвиг звезды Героев России танкистам лично вручил Владимир Путин. Теперь уроженец Приморья и якутяне станут примером мужества для каждого российского школьника. Наши земляки Алексей Неустроев и Филипп Евсеев совершили настоящий подвиг. И этот замечательный инициативный шаг направлен на то, чтобы дети знали и помнили героев своей страны, своих земляков, которые сражаются на полях специальной военной операции. Над оформлением тетрадей работали военные художники студии Грекова. Проект поддерживают ведущие ведомства страны: Минпросвещение, Минпромторг и другие. Путь от идеи до первой печати занял почти полгода. Уже к 1 сентября партии тетрадей выйдут в массовый тираж. Первыми их получат школьники Якутии и Приморья. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Григорий Николаев, Москва, Пенза. Мы продолжим подводить итоги недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем.
В Якутске состоялся городской слет добровольцев в сфере трезвого здорового образа жизни. Около 100 активистов и волонтеров собрались в стенах школы номер 5. Участие также приняли и сообщество движения первых и доброволонтеры. Общероссийский общественный проект «Слета. Общее дело» направлен на профилактику различного рода негативных зависимостей, популяризацию трезвого здорового образа жизни и организацию досуга подростков и молодежи. Слет был организован при поддержке Фонда президентских грантов и информационного центра трезвости. Дело в том, что мы понимаем, что сегодня такое время, что все время на рынок выходят какие-то определенные нововведения, новые электронные сигареты, какие-то электронные гаджеты, курительные. И очень сложно нашему обществу этому как-то противостоять. Поэтому как раз ребята внутри школ, проводя такую работу, они как раз делают огромную работу, которая не может, например, на уровне государства, на уровне школы так системно и комплексно организовать. Поэтому сами ребята в формате сверстник к сверстнику, являясь такой моделью поведения, модной моделью поведения, примером таким позитивным для своих одноклассников и одношкольников, как раз такой хороший пример здорового образа жизни. Далее поговорим о спортивных победах якутян. Отличные новости с первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года в Грозном. Якутяне заняли весь пьедестал почета в весовой категории до 61 килограмма. Золото у Андрея Медловца, серебро завоевал Артем Слепцов, бронза у Эдуарда Павлова. Помимо этого, в весе до 79 килограмм Роман Николаев занял 3-е место. Напомню, накануне якутский борец Лев Павлов в финальном поединке в очередной раз одолел Халида Магомедова из Дагестана со счетом 7-4, став двукратным чемпионом первенства. Своей победой Павлов упрочил лидерскую позицию в молодежной сборной России и теперь имеет все шансы бороться на международном ковре Европы и мира. Отмечу, в этом году якутский борец в последний раз принял участие в первенстве России среди юниоров до 21 года, напоследок красиво закрыв эту главу своей спортивной карьеры в столице Чечни. Ну а на международной выставке «Россия» на ВДНХ провели мастер-класс по перетягиванию палки. Посетителям рассказали о масс-рестлинге, его правилах, технике и регламентах соревнований. Уже затем желающие смогли выйти на помост. Кому из гостей выставки «Россия» удалось перетянуть палку на свою сторону, знает Айсена Бурнашова. Сначала презентация на стенде Дальнего Востока. Гостям объясняют основы масс-рестлинга. Внешний хват более выгодный. Но это у новичков. Уже у опытных спортсменов роли не играет. От теории к практике перешли на стенде Северной Осетии, давнего друга Федерации масс-рестлинга. Каждый мог выйти на помост. И вот схватка началась. Во-первых, это новый тренд, и это чувствуется. Люди никогда такого не видели, даже похожего. Если презентуется какой-то вид борьбы, очередной, национальный, то это все-таки та же борьба с какими-то вариациями. А это совершенно новое, поэтому сразу вызывает неподдельный интерес у публики. Одним из первых интерес вывел на помост осетинца Ацамаса Гаглоева. Профессиональный борец вольного стиля узнал о масс-рестлинге здесь, на ВДНХ. Парень уверенно держался на помосте. В первом раунде даже победу одержал. Здоровый, сам выступает. Но опыт соперника взял свое. Вольник проиграл со счетом 1-2. Со счетом 2-1 победу одержал Амаль Сафаров. Ваши аплодисменты. Победа на стороне соперника была из-за того, что он обладает техникой. Он меня мог повести в сторону, и из-за этого я терял равновесие. То есть он не боролся чисто силой, как я. И в этом было его преимущество. Правильная техника – половина успеха. Об этом на презентации поделились маджины из подмосковных Люберец. Там растят чемпионов с детства. В городе работают 6 секций масс-рестлинга, где занимаются более 100 юных спортсменов. Всего за 1 год из Люберец вышли 4 призера первенства России. Хотим в этом году запустить школьную лигу масс-рестлинга, где будут школы, как в рамках спартакиады, соревноваться друг с другом. Ну и сильнейшие будут представлять уже городской округ Люберцы, Московскую область на
всероссийских соревнованиях, а может быть даже международных. В течение дня мастер-класс по масс-рестлингу посетили сотни гостей выставки «Россия». Все из разных городов страны. Кисловодска, Рязани, Курска, Новосибирска. Перетянуть внимание на свою сторону масс-рестлингу точно удалось. Многие из тех, кто попытал удачу на помосте, дали слово встретиться вновь уже на соревнованиях. Мне нравится просто притягивать к себе. Поэтому я сюда и пришел. Ну, пришел, увидел, победил? Да. Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Москва. И в завершении выпуска вновь вернемся в Казахстан. Там в рамках Дней Якутии прошла премьера оперы «Уланхо Нюргун Ботур Стремительный». Как приняли постановку зрители, расскажет моя коллега Надежда Саханская, которая побывала на спектакле. Театр полон, ложи блещут. Это было у одного отечественного классика. Впрочем, здесь, на сцене Астана Балет, будет показана сегодня своя республиканская классика. И очень хочется надеяться, что принимающей стороне такая постановка придется более чем по душе. Опера «Уланхо Нюргун Ботур» основана на древнем героическом эпосе якутов. Сказание отражает местную культурную идентичность и считается, что оно зародило искусство народа Саха. Показ знаменитого спектакля открыл Дни Якутии в Казахстане. Сюжет эпоса повествует о мироздании, создании планеты, появлении человека и вечной борьбы добра со злом. Конечно же, зритель ожидает от такого эпоса, особенно в опере такого архаичного, такого консервативного такого, да. Когда эпос вдруг превращается в такой современный, обретает современные ритмы и краски, то оно, я уверен, вызывает такой куда больше интерес. Тем более, что в таком спектакле, где синтез такого древнеархаичного того песнопения таюк и, ну, назовем так, классического оперной арии такие, то этот синтез, он дает неожиданный результат такой. Постановка впервые состоялась за рубежом. В Казахстан из Якутии прилетели музыканты оркестра, артисты оперы, балета и драмы, исполнители хора. Ставка сыграла, зрительный зал театра «Астана Балет», вмещающий более 700 человек, был заполнен. Это говорит о том, что жители Казахстана вовлечены в культурную жизнь современную, так, и очень увлекаются балетой, оперой. Опера «Уланхо» представлена в масштабных балетных сценах, продуманных композициях, костюмах, сценических решениях и самобытном якутском вокале. Зрители оценили эпическую постановку на якутском языке. Мне было очень интересно посмотреть вот эту версию. Это высокое искусство. Мне понравилось очень сама культура Якутии. Вот во всей этой постановке можно было увидеть. Очень шикарно, мне понравилось. Я первый раз такое представление. Очень впечатлена. Мне очень интересна в целом культура народа Саха, поэтому это для меня, можно сказать, большая возможность познакомиться с ней ближе и при этом находясь здесь, в Казахстане. Великолепно. Мне особенно понравилось, когда стали выходить балерины. Прям через танец было видно, что они хотят показать. Люди на сцене полностью передают. Мы прям полностью чувствуем эти эмоции. В целом же Дни Республики в Казахстане прошли довольно продуктивно, как для гостевой, так и для принимающей стороны. Это подтверждает и глава региона Айсен Николаев. Казахстан – это очень важное для нашей России государство. Это сосед, с которым мы имеем огромную границу, очень близкие отношения стратегического характера. И несмотря на попытки, опять же, западных стран нас каким-то образом разъединить, уверен, что мы должны делать все для того, чтобы вот эти дружеские, братские отношения сохранялись, развивались. На казахстанской сцене театр также представил одноактные балеты «Геометрия движения» и «Сияющий камень» в программе «Вечера современной хореографии». Все показы прошли с аншлагом. Республика с яркой программой отправилась в Алматы, а также в столицу Кыргызстана – Бишкек. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Астана. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике, за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.